Добрый вечер, здравствуйте. Вы продолжаете смотреть телеканал ТНВ. И снова опять с вами мы, программа «Вечерняя игра» и ее вечерние ведущие Лия Сергеева, Петр Нижинский. Чай, золотой, беседы с интересными гостями вам гарантированы. И беседовать сегодня мы будем с заслуженным артистом Республики Татарстан, с актером театра имени Галиаскара Камала Ильтазаром Мухаммедгалиевым. Добрый вечер. Вечер добрый. Добрый вечер, здравствуйте. Как к лото относитесь? Ой, люблю. А тогда и начинайте. Доставайте, бочоночки. Вот у нас они вот там вот в красненькой вот этой вот, в красненьком мешочке. О. Один. Хорошее начало. Так, нет. Начало... Первый бочонок. А давайте еще один. Так, 67. Кстати, какой честный человек. Сразу дает Нет. нам проверить... Нет. Нет. Ну ладно, с лото пока не задалось. Давайте еще. Давайте. Давайте. Так. 79. Да. Есть. Ильтазар, в прошлом вы наш коллега, причем даже дважды. Но, тем не менее, театр как-то вот не отпускает. Пересилил. Или Пересилил. не отпускал никогда. Не отпускал никогда, я ведь тут работал всегда по контракту. Но театр всегда, получается, был на первом до месте. ТНВ. И на единственном. Меня из театра сюда привели. Директор театра и наш главный режиссер. А вы отбивались? А расскажите, как это было, кстати. До ТНВ я работал здесь. То есть На утренней Ну, передаче. поэтому мы сказали, что дважды. И да, и после того, как ТНВ создавали, это даже в самое начало было, директор нашего театра Шамиль Зинурович и Фарид Бекчентаев взяли несколько актеров и сюда на кастинг. Это оказался кастинг, я даже не знал. Нас было несколько человек, потом меня выбрали и пригласили на следующее же утро на прямой эфир. И как ощущения были? Я понял после того, как все это произошло. То есть вы отвели Потому что в 5 утра эфир и... я встал, машина приехала, и, естественно, вечером готовились. Тогда еще была сборка, мы сами ходили на сборку, собрали, конечно. И включили. И я помню, что-то не пошло. И на ухо мне говори что-нибудь, у нас тут тогда ведь ВХС кассеты эти не запускается. Милюша была, я помню, Камалова. Привет, Милюша Камаловой. Я прямой эфир. Первый раз. Первый раз. Народ смотрит. Там заело. Я должен что-то... И подсознание начало вещать. Что вещало подсознание? Потом моим восхищением не было конца, потому что я сам восхищался собой. Откуда такое богатство языка, откуда такая фантазия, откуда возникла эта тема? Мне уже давно говорят, все уже готово, давай, прекрати. А что-то интересное я начал говорить, сам говорю. Рассказываю, что-то говорю и сам себя слушаю. Что я еще скажу? Ну вот был такой кайф. Но ни на что не поменяю я эти прямые эфиры. Вы тоже знаете, что я вам говорю. И, кстати, мне гораздо легче сидеть по ту сторону, задавать вопросы, чем отвечать. А вот не получится. Сегодня мы вам задачу упрощать не будем. А есть какая-то вот роль, раз уж мы про театр заговорили, которая вот особняком стоит, самая любимая? Или, может быть, она самая сложная? Я уже начинаю отвечать. Все-таки это самая моя любимая роль. Это со студенческого спектакля. Ну вот дипломный спектакль. Кого играли? Мольера играл. Это такая странная пьеса. Кстати, вот здесь есть перевод. Называется «Версальский спромт». Я сам перевел на татарский язык. Кстати, вот давайте покажем. К моему юбилею театр мне сделал большой подарок. Выпустил сборник. Тут мировая драматургия. Лучшие произведения
мировой драматургии на татарском языке. Это почти все пьесы, они поставлены, это мной переведены. Вот когда спрашивают, куда ты пропал, я вот этим занимался, редактировал. Но до сих Откуда пор... такое желание вот появилось? У меня не было такого желания. Это отредактировать, перевести Бекчентаев, наш мой педагог. Как-то вот мы, как сегодня помню, первое, мы только закончили, даже нет, это был последний курс, было лето, он мне звонит. Приходи. Я пришел. Но тогда семьи не было, я был свободный. Поехали в Уфу. Паспорт возьми с собой. Купили билет, сели в А самолет. вопроса зачем не возникло? Ну, поехали в Уфу и все. И поехали. Классно же. Полетели в Уфу. Тем более за счет театра бесплатно. Студент. Летим. Мы знаешь, куда едем? Я говорю, не знаю. Мы едем в театр НУР ставить спектакль по Гаязу Исхаки. Я даже не читал это произведение. Ну вот, говорит, такая интересная повесть. Называется «Осень». Мы поставим с тобой спектакль. А я говорю, что буду делать? Ты напишешь сценарий. А я и карандаш не взял. Я даже пьесы нет. Ну ладно, ну, вот почитаю что-нибудь, может появится. Я говорю, я же не писал никогда. Ну ты же напишешь. Я говорю, откуда вы знаете? Я знаю. То есть наставник это почувствовал. Я слышу, как ты говоришь, как ты строишь предложения. Прочитал, приехали, нас устроили тогда, как называется, Агидель, в люкс. Все так комфортно, все так мило, все так возвышенно. Какой-то студент с режиссером, с настоящим приехал ставить спектакль, читаю пьесу, то есть это повесть из Хаки, а это 2 монолога. Сперва одна женщина говорит, они, то есть на проходе куда-то едут, а потом во второй части другая женщина. Получается, в итоге они обе говорили об одном и том же. Мужчина был один. И вот вся суть. А как этот монолог превратить в диалог и что-то... И в спектакль. В спектакль. Вот была задача. День проходит, 2, я не могу, неделя. Он, то есть, начал это как-то... И вдруг что-то подсказал, включил и пошло. Я пишу ночью, печатаю утром на рассвете. Он берет эту сцену, ставит. К его приходу я должен написать следующую сцену. Пишу, печатаю. Он Приходит, забирает, ставит. Да, днем я успеваю еще, когда он репетирует, поспать несколько часов. И вот месяц такого адского приятного труда. И получился такой вот удачный спектакль, я не побоюсь этого слова. Самому понравился? Очень. Ему, главному зрителю, и для этого театра это был, наверное, лучший спектакль в истории театра НУРа в Уфе. И с этого началось. Потом «На дне Горького» мне дает, потом в Мольера. И дальше, и дальше. И у меня отказываться нету времени. У меня не было времени, смогу ли это, не смогу ли. Просто я делал. Больше, наверное, более 40 всего, если все вместе посчитать. Так, может быть, это и есть 40 секрет сценариев, успеха? да, получается? Нет, пьес, перевод. Пьес. А сценариев я не знаю сколько. А эти концерты уже, с этими концертами меня вообще... Я только успеваю отказываться. Вот сейчас этим нашим актерам не могу. Вот Раз в работе нет возможности отдохнуть, отказаться и тихонечко спокойно посидеть, мы вот сейчас предоставим такую возможность. Вот, ой, спасибо вам. Тихонечко, спокойно А история о том, как я посидеть. стал сценаристом, продолжится очень скоро. Добро пожаловать вновь в программу «Вечерняя игра». Продолжаем наши театральные посиделки, разговоры Давайте наши о том, о латушные сём. посиделки тоже Латушки? продолжим. Тоже, кстати, я люблю лото, потому что это воспоминания, это мы когда репетировали «Чайку», мы специально учились играть в лото, потому что там есть сцена, где Аркадин, да, и они играют в лото, это так атмосферно. Потом мы влюбились, долго играли. У меня дома есть лото. И забыли про постановку. Играли, Не до играли. того.
Ну, давайте Да, достанем давайте пару поиграем. бочоночков. Там Аркадий говорит, давайте помешаем. Давайте помешаем. Давайте помешаем. Так, ну-ка. Так, 21. Ну вот, нету. У нас есть. А вот по поводу, ведь таланты исключительно телевидением, театром, написанием переводов не ограничиваются для... Знаете, во-первых, я не состоявшийся музыкант. Вот. Почему же не Не состоявшийся-то? состоявшийся. Вот. Я такого увлеченного музыканта среди детей, каким я был, я не вижу. Я думал, в моих детях это будет, но они талантливые. Прям мои- с детства талант. Вот я рисовал в натуральную величину клавиши. Мне сколько лет было? Я уже подбирал маленькие прелюдии Баха. И притом... На нарисованных клавишах. Да. И притом это все звучало. Да. Так на настоящих оно и так зазвучит, и на нарисованных В зазвучит. деревне был единственный фортепиано в клубе. На этом фортепиано только не танцевали, но клавиши были все Понятно, все подбитые. уничтожены. Нарисованное когда звучало лучше. новую школу построили, привезли фортепиано, но туда меня не пускали. Берегли это фортепиано. А образование-то вообще музыкальное в итоге какое-то есть? Или просто вот Ну, я сам потом. самородок на слух? И надо было, потому что я как... Был период, я вот дадут инструмент, я первый раз увижу, и через 5 минут уже начинаю играть. Вот раньше ведь было модно, духовые оркестры во всех деревнях были. Я обнаружил Духовые освоили? на чердаке, я нашел, да, то есть вот эти трубы, и нашел ксилофон немецкий. Ну, я смотрю, что это такое, из красного дерева, они еще по-разному звучат. Привез домой. Постучал ложками деревянными. Понравилось. И пошло, и нашел музыку. Вот был период. И вот я слушал радио, какую-нибудь симфонию. И тут же. Тут же 5 партий отдельно вот, мог пропевать. Ну, я не понимал, как люди не слышат, ну, как не запоминают. И меня тоже заметили. Ну, я равно смотрю, там первые места, все. Дальше я с 6 класса, я уже чувствую, что у меня есть, но техника отстает. Каждый год отстает. Я к 9 классу понял, что это уже... Я уже все. Не ответствую к тому, что имею, тем, что у меня есть. А сейчас не хочется наверстать? Это невозможно, я ведь понимаю, вот он понимает, я вижу, вот уже по глазам вижу, ты могла бы быть музыкантом, но он не стал, но вот он знает, я смотрю, я вот чувствую, что... Так, то есть еще и людей хорошо чувствуешь? Но я психологию окончил, потому что А вообще хорошо в людях разбираетесь? невозможно. Даже пророк Обманывались? Бывало такое, что думали, Даже одно, а Мухаммед тут пророк бабац. говорил, что не можем мы разрезать человека пополам. А почувствовать? Не обязательно же сразу резать пополам. Все чувствуют как-то. Я вот поэтому и поступил в вечерний факультет психологии в университет, так как это моя профессия с этим связана. То есть какие-то поступки людей понять, оценить, изучать. И я понял, что если, не дай бог, такое случится, то есть появится необходимость обратиться к психологам, я буду избегать психологов. Почему? Я понял, что больше всего на психологию идет люди сами проблемные. Сапожник без сапог, как говорится. Да. В одном городе не может быть более 2 или 3 хороших психологов. Эти психологи, если какая-то проблема случается, они едут или в Питер, или хотя бы в Москву. Вот, это тоже открытие для меня. То есть свои проблемы предпочитаете решать самостоятельно? Надо обязательно самим, на что и дана голова. Если психолог начинает вам давать советы, сразу убегайте. А что должен делать Делать психолог? психолог помочь разобраться в ситуации и показать хотя бы несколько вариантов решений. А не говорить, делай то, делай это. Так, запомнили. Вот. С психологией разобрались, с переводами А мы еще не разобрались с написанием текстов песен. Да? Это тоже получилось. Да, и это было. Это тоже получилось. Я тоже не знал, что смогу, не смогу.
Как это было? То есть режиссер тоже пришел, сказал, напиши. надо написать Надо. песню? Я говорю, а смогу ли? Я знаю, что ты сможешь. То есть, если бы вот не было такого человека, Нет. я так понимаю, рядом, таланты Нет. не раскрылись бы. Нет. Это все он. Это, считай, все. Интересно. Ты перевезешь, ты напишешь, ты сочинишь. А это вообще важно, Эльтазар, когда рядом есть такой человек, который Очень. в тебя очень, ну, верит? Ой, как очень. Это столько талантов. А бывало такое в вашей жизни, что окружение, наоборот, говорило, нет, ты не А справишься, как ты же, не слушай, справишься. как будто бы вы не знаете, как будто бы в вашем окружении нету таких. вы же у нас в гостях, мы вас Боже мой. спрашиваем. Боже мой, конечно. А давайте вот сейчас как раз и послушаем отрывок спектакля. Посмотрим и послушаем отрывок спектакля «Черная бурка», которому как раз вы написали тексты к песне. Жизнь прекрасна, жить хорошо. Чего? Мы с тобой друзья. Нет, не только друзья. Мы братья. Чобр, хочешь, я поцелую тебя? Стой, прекрати. Нет, хочешь, я плюну в морду Тузара? Вот разошлась. Стой, прекрати. Вот разошлась. Ее в приличное общество нельзя пускать. Скажите мне, кто-то говорит-то? Не та ли бурета, что по ночам в чужих курятниках воруют кур? Любуетесь этим танцем? Вот выйду я, тогда любуйтесь. Эх, мадрова, мамку вашу волок сожрал. Среди вас с 5 детьми героиня мать одна. По всей стране волчья ягода растет. Надо жить, пока живется. Поздно жить, как жизнь пройдет. Ну, где аплодисменты? Кажется, меня толкнули. Ну что ж, посплю немножко здесь. Вчера я сильно покусал тебя. Следы зубов твоих остались кое-где. Я утром чувствовала их, а теперь прошло. Я в драке почему-то не могла тебя кусать. Кусай меня сейчас, я не обижусь. Нет, теперь и вовсе не смогу. Чобр, пойдем со мной. Туда, к моим. Я объясню хозяину, что ты моя навсегда. Пальцем тебя никто не тронет, наоборот, полюбит. Впечатлился? Да. Я тоже впечатлилась. Но ваша супруга тоже актриса Камаловского театра. Да. Вы с ней работу домой, получается, стараетесь не приносить, не обсуждаете? Ну, да, у нас не принято обсуждать дома театр. То есть это вы договорились заранее, Это да? потому что дети. Но чтобы дети, то есть в театре мы отдаемся театру. А дома мы отдаемся себе. Театру мы стараемся детьми не мешать, а детям пусть театр тоже не мешает.
Пусть Может, им не мешает, а свежесть может быть, они восприятия. хотят продолжить вашу традицию семейную. Пожалуйста. Мне кажется, балк 40 килограмм дому может мешать, а театр вот как-то не особо. Наоборот, детям, мне кажется, это будет очень любопытно. Нет. А ваши дети не стремятся сами в театр играть, за кулисами посидеть? У нас маленькая больше любит танцевать, петь, а вот до театра еще, наверное, рано. Может быть, где-то лет через 5. Она еще маленькая, во 2 классе только. Но если она захочет, Ну, вы нет, не конечно, будете мешать? Так это же ее выбор. Мне же никто не мешал. А вот, кстати говоря, никто не мешал. Вы-то как в театр попали? Потому что никто не мешал. Ну нет, мы помним про нарисованное фортепиано, а дальше история пока не Ну, продолжилась. приехал в Казань. До этого я слушал по радио. У нас телевизора не было. Хотя вот я ценю вот этот момент, что у нас не было телевизора, потому что не было денег. Я папу так плохо помню, я рос только с мамой, поэтому лишними деньгами мы не могли хвастаться. Но было радио «Беларусь», это подарок папы. И мы слушали каждое воскресенье в записи вот эти театральные постановки. Ага. Мама на концерт не ходила. Она говорила, что концерты песен можно слушать и по радио, а вот на театр надо сходить. Если какой-нибудь спектакль приезжал со спектаклем, какой-нибудь театр, мы обязательно ходили в клуб на спектакль, хотя нас и не пускали, я все равно ходил. У меня по этому поводу всегда были проблемы с учителями. Я любил театр с детства. Моя мама любила театр с детства. И вот я приехал в Казань. И я и не мог предположить, что какой-то рядовой я смогу с какой-то... Я думал, что это актеры особой касты людей. Туда, то есть, как в Индии же есть. Небожители такие. Да. И туда что попасть сложно. Это они такие великие, я такой. Брахманы почти. Да. Действительно, я... И вдруг, когда я поступил в КХТИ, после первого курса я попал в театр, в настоящий театр. Я влюбился. И я копил деньги, меня это мотивировало. Я учился только на 5, получал повышенную стипендию. И чтобы попасть в театр, чтобы покупать билеты. И через день ходил в театр. 3 раза в неделю. Иначе я задыхался уже. Год, 2, 3. Вдруг у меня появилось желание бросить этот институт и туда попробовать. Я подошел к Салимжанову после 3 курса. Он сказал мне: ты вот закончи свой технический вуз. Вдруг передумаешь. Нет, технари, обычно из технарей выходят хорошие режиссеры. Я тебя жду как режиссера. Я как окончил этот институт, пришел в театр звукооператором и говорю... Они говорили: у нас негде жить. Я говорю: я в театре буду жить. Я говорю: только возьмите. И вот хотя бы заработать звукооператором. Вот такая была цель у меня. Я так любил театр. Ну, люблю. И вдруг через год набирают курс. И меня, то есть, Бечентаев пригласил. И вот так уж получилось. Я попал в театр. 2-й вуз я окончил в Институте культуры. А вот к Салимжанову не страшно было подходить? Ведь Очень. такая личность масштабная. А Очень вдруг страшно. скажет: брось отсюда. И что? А еще страшнее не подойти. Жить То так. есть лучше сделать и пожалеть. Да, хотя бы. А так жить А вообще, с желанием. наглым юнцом были таким, со взглядом горящим? Смотря по отношению к чему. Наглым был я по отношению к учителям. Я не носил эти пиджаки, то есть как спецовки, вот эти, форму школьную. Из Перми к нам двоюродный брат у меня 63-го года. Все свою хорошую одежду посылкой присылали. Мне модные вещи. Я всегда одевался модно, как городские ребята. Как-то во мне не совмещалось вот.
Я не знаю. А друзей много было? Это вот теперь друзей мало было друзей у меня. У нас и соседей не было. Мы жили особняком. Через огороды как-то вот получилась тут речка, тут высокая, то есть берег, там гора, а потом лес. Соседей не было, как-то особняком жили. Мне тогда казалось, я что-то не добираю, что-то я не как все, что-то у меня, то есть это неполноценное что-то. Но сейчас смотрю, и мне это хочется туда-обратно. Мне кажется, я тогда был лучше, я тогда был интереснее. И воспитание такое было необыкновенное, это заслуга мамы. Я это через себя изучаю свою маму, ее психологию. То есть она никогда не ходила к соседям пустословить и вязать там варежки. Но у нас был список такой. Вот в воскресенье мы идем к этой бабушке, к которой никто не ходит. Потому что посылку прислали. У нас у бабушки было 16 детей. По всей стране дети, и присылали посылки. У меня мама одна только жила в деревне. И все же так, и лимоны, когда никого не было, и индийский чай, все же так, конфеты, все у нас было. И мама раздавала каждое воскресенье. Вот одна женщина, фронтовичка, то есть жена фронтовика, детей не было у нее, около кладбища она жила, никто к ней не ходил. Но говорят, что в деревне люди добрые, помогают друг другу, на каких-то мелочах помогают, но они упускают по-большому помогать кому-то, кому никто не ходит. Вот она ее посещала. В ее списке было много таких женщин одиноких. Она их посещала. Вот и вы вместе с ней. И у нас не было времени на кого-то обижаться. Вот сейчас, знаешь, почему я об этом говорю? Детей воспитывать мне это помогает. В нашей семье не было слова обижаться на кого-то. Я в Казани только научился обижаться на кого-то. Вот что-то мне не сделал так, как я хочу. Вот я обижаюсь на тебя. А раньше этого не было? Нет, я увидел это здесь. То есть оно стало и мне привлекаться. Теперь я и тоже в семье я поставил такое. Я говорю, у нашей семьи нету слова «обижаюсь». Нету. Вот что-то я тебе сказал так жестко, что-то вот ты не сделал урок. Я уже вот через 2 секунды с тобой разговариваю, как будто бы этого не было. И ты так тоже мне должна отвечать. Обиды это мы. Обиды нету. Это мы создаем обиду. Вот у нас не было времени обижаться, потому что она ни от кого не ожидала помощи. Моя мама помогала всегда всем. Вот этим одиноким. И она ни от кого помощи не ждала. Вот эти времена... А что ближе, вот как актеру, как человеку? Драма, комедия или что больше нравится? Трагедия. Играть, смотреть? Как уж нравится, не нравится. Если ты профессионал... Нет, не как профессионал, как человек. Понятно, что как профессионал можно сыграть все. Я так ждал. Что больше нравится, веселиться на сцене или умирать в мучениях? Если веселиться, хорошо веселиться. Если умирать, так хорошо умирать. Все по максимуму. Любимый образ есть какой-нибудь? Любимый? Да. В театре? Да? Ну, а может в кино, может быть, из всех сыгранных вами образов. Например, одна и та же роль. Сегодня она любима, завтра, может быть, она не столь любима. То есть, как пройдет спектакль. У меня нету таких ролей, у меня есть спектакли. Хороший спектакль, я доволен. Иногда получается спектакль, иногда нет. Раз на раз не приходится, Вот. да? То есть... Да. А спектакль не получается, когда вот в общем как-то все не так, или с собой недовольны? Они от меня только одного зависят, потому что спектакль это труд коллективный. Когда вот в целом не Да. получилось. Иногда зритель тоже полноправный участник. А хотелось бы сыграть вот модную ныне штуку моноспектакль, когда один за всех на одной сцене. В один канал. Ну, моно же. С хорошим режиссером все можно. А может быть тут моно-моно и сам же и режиссером? Да. Моно. Именно. И сценарий можно написать, и музыку. И Все песни. таланты есть. Столько вот самодеятельности вот этим Но занимается. мы уже Да. выяснили, что вы-то профессионал. Нет, поэтому я не считаю себя самодеятельности- профессионалом. Я хочу, чтобы меня сделал кто-то профессионал. Так, чтобы мне не давал. Расслабиться? Да.
Отвлечься? Конечно, я тоже человек. То есть нужен вот этот вот Кнут. кнут и пряник. Да без пряника, судя по всему. Да. Кнут и пряник. Кнут и пряник. И не только кнут и пряник, но и много других товаров и услуг. Посмотрим мы прямо сейчас. Реклама на ТНВ. Welcome back. Добро пожаловать. Вечерняя игра наша продолжается. И, Вот за время нашей беседы мы уже заметили, что человек вы глубокий, думающий, немножко, может быть, где-то трагичный, но... эмоциональный, кстати. Эмоциональный, само собой, ну, актер все-таки. Но ваши татарские бабушки было откровением, что одна из вот этих вот очаровательных бабушек – это вы, потому что вас не узнавали. Узнавали. Вот в том-то и дело, что не сразу. Там было настолько интересное перевоплощение, что многие говорили, это он? Как идея про бабушек-то пришла. Тоже пришел режиссер, сказал, давай, ты сможешь, я Я знаю. вижу, ты сделаешь. Ну, это тоже поняли после первого выступления, что это будет удача. А как первое это выступление получилось? У нас в театре 23 февраля женская половина нас поздравляет, 8 марта мы, ну, такие капустники. Мы что-то интересное должны делать. Ну, вот, то есть тоже после студенчества, сразу первый год, это 96-й год, что ли, был, мы с Радиком это сделали, а это заметила Венера Ганиева. И Как оценила. случайно, она пригласила, она говорит, это был днем, она говорит, вечером у меня в этом театре, в оперном театре концерт, пожалуйста, мне номер понравился, выступите. Это первое выступление наше было не в каком-то ресторане, а в театре оперы и балета. Ну, хорошо, так начали. Да. Потом как-то Москва, там студенческий фестиваль был у нас, в Ледовом дворце организовали, я помню, мы там выступили на русском сразу, как нас попросила, это по делам молодежи. Там как-то Москва нас заметила, и начали звонить Дубовицкая, там аншлаг, что ли, что-то такое. Да. Этих цветочков еще не было. Да, то есть вы были первыми, фактически. Ну да, до их появления несколько лет мы работали, но тогда восприятие было совершенно другое. Вот увидят только наши эти юбочки уже начинается, а теперь все равно нас воспринимают, как будто бы мы их повторяем, но такая вторичная. Вот так успешно где-то лет 5, потом было приглашение в Москву, мы говорим, как-то мы можем, это самое, у нас основное место театр, мы с Радиком, то есть... То есть вас приглашали в театр да. эстрады, что ли, получается, или как? Как-то к Дубовицкой нас приглашали, этих цветочков не было. В команду. Команду аншлага вас приглашали. Да, и вот через год они появились. Нам сказали, что... Ну, раз вы не согласились, пришлось замещать. Нет, как нам потом... Как-то кто-то сказал, что это... Как-то они нас даже видели. А давайте мы сейчас вас тоже увидим в образах. Давайте посмотрим. Минем эш. Туктале әле рузы килә. Эй, хәзер нык көпшәкләр менә. Уламаттырам хәзер. Безнең якта үзәме бар өстәме. Бүген дә без дә аулагыга килгәнбез. Ишәнмесез? Альтазара, как вам кажется, современный зритель какой он? Он изменился вот за те годы, что вы работаете в театре, служите в театре?
что многие говорят, что люди из-за того, что огромный поток информации обрабатывают, стали меньше удивляться, меньше реагировать. Вообще как-то они стали закрытие и холоднее. Нет, у каждого спектакля есть свой зритель. Это я не могу уловить. Вот как социум меняется, как Ну вот давайте про вашего, про камаловского Да. зрителя. про камалского зрителя. У нас есть разные спектакли. Совершенно другие. У каждого спектакля свой зритель. Вот удивительно. Интересно. На народные драмы один зритель ходит. На переводные пьесы другой. На Дон Жуан совершенно другой зритель приходит. В малом зале есть камерные спектакли. Совершенно особый зритель. Но в последнее время в театре для разных зрителей идет работа такая, ну, чтобы все остались довольны. И очень интересные проекты. Например, вот недавно, по идее Бекшитаева и Игламова, такой проект сделали. Это вот по разным локациям в театре. Там почти вот вся труппа занята. Маленький, ну, это такая путешествие по театру, по разным эпохам. И такие сцены на разных местах. Это начиная с вешалки, там посещают и подсцены, и в костюмерном цехе, и в фойе, и за кулисье. И вот так и получилось театральное путешествие. И там всего может в одно посещение, то есть в один заход 20 зрителей. Ну, по группам могут посетить. Это вот тоже... Я не могу сравнивать вот этого зрителя с общепринятым зрителем. Там совершенно другой зритель. А есть приходит. зритель Там- универсал, вот, который на все постановки приходит, и вы его видите. И ему все нравится. Да. А может, что-то не нравится, так- и он так об этом не будет. смело говорит. Говорит, вы знаете, мне вот тут не очень понравилось. А вот тут совсем. А не тут понравилось. очень хорошо было. Ну, а вы какой зритель, например? А мы вы очень благодарны. благодарный зритель. Ну, вот, А в знаете, кино вот понравилось вам сниматься? Или все-таки вот это вот отсутствие ощущения зала? чтобы мне понравиться, мне надо еще посниматься. А, стоп, опыт уже То есть не есть. прочувствовали, получается, Нет, да? это, вот телевидение совершенно другая территория. Кино это начинать с хвоста снимать. Там ты в заложниках у режиссера. Если хороший режиссер, ты хоть талантлив, хоть не талантлив, он Снимет найдет как такой надо, ракурс, так поставит свет, так поймает взгляд и даст под такую музыку, и на том месте ровно столько, сколько действует, и получится конфетка. А ты тут хоть что делай, хоть себя убивай, иногда получается ты в жалком свете получаешься. Это вот такое, это там больше режиссер. А как вы от всех своих талантов, от всех своих занятостей отдыхаете? Есть какой-то момент, когда вы говорите, все, стоп, я устал сочинять, я устал переводить, я устал писать, я устал играть, я все устал, я хочу отдохнуть. Нет, если работа идет, я отдыхаю. Если нет, мне, то есть... А какое-то необычное увлечение. Да, я понял, что вы отдыхаете в работе. То есть, в принципе, это абсолютно нормально, да? Написать музыку, там, сочинить что-нибудь. Это тоже работа и отдых. А вот необычное увлечение. Может быть, вы цветы выращиваете, может быть, вы Огурцы. так не выращиваете. Цветы, им только не мешай, они растут сами. Огурцы тоже. Ну, то есть, знаете, вот чтобы отдыхать так, как я хочу, А как хотите? надо получать такую зарплату Давайте пофантазируем, а как хочется отдохнуть? Вот в идеале. с шиком. Это где? С шиком. Личный остров, люкс. Я не могу Шейк знаю, шик сам не отдохнуть, знаю. если мои дети при этом экономят, например, не отдыхают. Если моя жена не отдыхает. То есть я не только отдыхаю. семьей. Нет. Я отдыхаю, да, то есть я располагаю такими деньгами, а вот мои близкие, у них нету. И если мои близкие люди в достатке, я могу себе позволить. Отдыхать так отдыхать. Играть так играть. Отдыхать так в Мальдивах. Я помню, учили Да. отец мой и А мать. так вот. Отдыхать так отдыхать. А так тут Отдыхать так отдыхать. Ну что ж, тогда пожелаем вам, чтобы у вас почаще получилось отдыхать так отдыхать, Да. и уж работать ну, так бывает, работать. что иногда бывает, да, отдыхаю, то есть получается. Все-таки вот я, пусть и я не впредь. могу так, я хочу отдохнуть, а у меня не могу, нет возможности. Бывает, получается Ну пусть, такая пусть и возможность. впредь будет так. Спасибо вам, что выбрались сегодня к нам. В свою очередь, я хочу сказать спасибо за то, что вы меня пригласили, уделили внимание. И я пришел с подарком. Я угощаю. Потираем ручки.
Лия, вот я знаю, что вы владеете татарским языком. Петр намекает, что он тоже хочет книжку. Петр, Где моя книга? Я дам господа? почитать. Петр, я тебе лично подарю, пришлю. Адрес мне дашь. И вот под цвет твоего платья. Ой, спасибо. Под цвет... Я подготовилась, я знала. Да, все под цвет смотреть. Я в стиле. Тут и я под серебро, цвет. и цвет, и... И всё содержимое. Спасибо. Спасибо большое. Приветствую. Это была программа «Вечерняя игра». Увидимся и услышимся на телеканале ТНВ. Всего доброго. Пока-пока. Счастливо.